первых же дней Великой Отечественной войны в Удмуртии началась перестройка промышленности на военный лад. Помимо перепрофилирования местных предприятий, в Ижевск, Воткинск, Сарапул и Глазов было эвакуировано более 50 предприятий и организаций, а также около 80 тысяч граждан из прифронтовой полосы. В июле 1941 года на базе Воткинского машзавода запустили производство противотанковых пушек эвакуированного из Киева завода «Арсенал». В 1942 году его площадки приняли оборудование предприятий из Подмосковья, Сталинграда и Новочеркасска. Многократно увеличились объемы оружия, производимого в Ижевске. Ижевские заводы производили самое различное оружие. От легкого стрелкового, например, винтовок Мосина, винтовок Симонова и карабинов Токарева, до тяжелого вооружения авиационного. Это авиационные пушки, авиационные пулеметы различных модификаций, различных систем. В том числе производились на мотозаводе пулеметы системы «Максима». Вскоре в столицу республики перебазировались еще 3 подмосковных завода по производству самозарядных мотоциклетных винтовок и измерительных приборов для авиации, а также 2 харьковских предприятия, специализирующихся на выпуске изделий для танковой промышленности. На базе Подольского механического завода эвакуировано сюда, в Ижевск. В 1942 году был организован Ижевский механический завод. Сюда было передано производство противотанковых ружей систем Дегтярева и Симонова, а также более такого легкого стрелкового вооружения, например, пистолетов системы Тульского-Токарева, а также нагана, револьверов нагана. Ими вооружались военно-политический состав Красной Армии и руководящие должности, например, офицеры в том числе. В Глазове на базе поступавшего оборудования Подольского и Кунцевского заводов началось строительство патронного завода номер 544. К концу 1942 года предприятие вышло на проектную мощность. Новый промышленный облик приобрел и Сарапул. На протяжении второй половины 1941 года сюда прибыло 12 фабрик и заводов. Сарапул в 1941 году начал принимать эвакуированные подразделения, цеха, мастерские, радиозавода имени Раджаникидзе. И впоследствии вся радиоаппаратура, которая производилась на этом заводе, применялась в ходе Великой Отечественной войны. В частности, ставилась на танки Т-34. Основной продукцией эвакуированного в город на Каме завода имени Лепса стали авиационные генераторы. Первые изделия для самолетов фронтовой авиации П-2 выпустили уже в августе 1942 года. Работников эвакуированных предприятий подселяли к местным жителям и размещали в зданиях школ, клубов, всевозможных учреждений, приспособленных под общежитие. Чрезвычайной мерой была разгрузка городов за счет переселения жителей, не занятых в производстве, в сельские районы. Рабочих ключевых профессий закрепляли для постоянной работы путем бронирования, предоставляя временную отсрочку от мобилизации в армию. Вместо ушедших на фронт мужчин к цеховым агрегатам вставали женщины, старики и подростки. На заводах организовывались стахановские вахты и молодежные фронтовые бригады. В годы Великой Отечественной войны дети наравне со взрослыми стали к станкам. И вот начиная с самого такого юного подросткового возраста, от 12 лет и чуть постарше, они работали за станками, делали боеприпасы, делали детали для вооружения. И многие из них становились вполне полноценными бригадирами, руководителями бригад. Например, на Ижевском мотозаводе выделялся такой 16-летний мальчик-подросток Виль Дубовой. Он возглавил первую комсомольскую молодежную бригаду. Инженеры, техники и рабочие трудились по 12-16 часов в сутки, иногда месяцами не выходя из цехов заводов. За трудовой подвиг около 2000 тружеников тыла были награждены орденами и медалями Советского Союза. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.